попросили рассказать о брендах. И мой первый вопрос, так как все здесь предприниматели, первый вопрос, как вы думаете, какая основная проблема в Кыргызстане у бизнеса? Система же. Нету сильного бренда. Как? Бренда нету сильного. То есть наш бизнес, к сожалению, если вы заметите, посмотрите глобально на рынок, так как мы консалтинг-компания, мы постоянно отслеживаем рынки. Что происходит, что с ними, куда они, так скажем, растут или трансформируются и так далее. Да? И основная проблема нашего бизнеса, то, что как параллельно является нашей миссией, это, к сожалению, дешевая стоимость нашего бизнеса. То есть наш бизнес на рынке очень дешево стоит. Почему? Потому что нет глобальных брендов. Да? Почему? Потому что сейчас основная стоимость бизнеса — это его бренд, то есть это не материальный актив. Понимаете, да? То есть все мы, наверное, мечтаем быть миллионерами, экологичными миллионерами, да? То есть как результат успеха через бизнес, но именно мы должны учиться создавать нематериальные активы. То есть материальные активы, да, то есть мы сейчас более-менее научились, то есть, грубо говоря, как и у меня было в бизнесе, купить оборудование, что-то производить, какую-то услугу или купить товар, продавать — это одно, да, то есть, но именно откуда миллионы приходят собственнику компании, это через капитал, то есть через оборотные средства, через кассу, грубо говоря, да, через выручку. Миллионы не приходят через стоимость бизнеса. И, к сожалению, мы в этом проигрываем. Если вы заметите, в последнее время рынки очень сильно динамично меняются. Что происходит у нас? Если вы замечаете, то наш рынок захватывает иностранные компании. В первую очередь российские. Да? То есть, к примеру, там Глобус, монополист, Газпром, монополист, Фрунзе продали, да? То есть российской компании. Банк Кыргызстан с М-банком монополист становится, правильно? То есть тоже получается мы потихоньку, как малый и средний бизнес, начинаем работать на них, на глобальном. То же самое происходит и сейчас с Wildberries, да? То есть, как вы думаете, кто на самом деле зарабатывает, если с точки зрения посмотреть конечного результата? То есть наша легкая промышленность или Wildberries больше? Конечно, Wildberries больше, да? И мы, в нашей компании такая миссия — создать бизнес с очень высокой стоимостью на рынке. То есть стоимость бренда, нематериальные активы. То есть имеется в виду, что такое нематериальные активы. Если, к примеру, там, на данный момент Макдональдс стоит 250 миллионов долларов, да? Миллиардов долларов, оценка его как бизнес, то если мы с вами пойдем, купим этот Макдональдс и начнем его продавать, то есть его оборудование, его помещение, его земли и так далее, то мы с вами наберем максимум 80, 100 миллиардов. А где остальные 200, 150? Это его нематериальная, то есть его стоимость бренда. А что такое бренд? Как его посчитать? Как его сформулировать для нас? Да? Это называется лояльность на рынке, что является ценностью. Вот, к примеру, у нас есть как минимум два лагеря, да? Любители айфона и любители андроида. Да? Вот, я, к примеру, не очень люблю Apple. У меня почему-то любовь с ним не получилась. Да? Я дважды разбил об стенку, потому что он меня немножко раздражает. Да? Но у меня все друзья любители Apple. К примеру, попробуй их перевести на Android. Не получится. Да? То есть они, почему? Потому что для них Apple это бренд, они лояльны к этому, к бренду. И это есть нематериальный актив компании. Понимаете? Я напишу сейчас формулу, да, бренда. Равно. Вот так должна сформулирована, да, то есть
как минимум. То есть самое главное это нематериальный актив в современном мире, в современном бизнесе. Да, то есть, и я работаю с инвесторами. И даже, например, на российских примерах, то, что как в основном заходят мегакомпании на чужой рынок. Какая технология? Они приходят, исследуют рынок. Если у них желание зайти на этот рынок, они ищут в первую очередь кого? Подобную компанию, кто работает на этом рынке. И у нас был реально такой случай. К нам обратились российские инвесторы. Ну, я, к сожалению, не могу говорить в каком, потому что я связан какими-то документами, да, конфиденциальности. Но история такая. К нам обратились, мы нашли неплохую компанию на местном рынке. Но когда мы начали сами изучать эту компанию, то есть собственник говорит, да, я хочу продать, в принципе, неплохо, могу в доле остаться, могу полностью продать, озвучил свою цену, в принципе, цена устраивала инвестора. Но когда мы пришли в эту компанию и сказали, покажите мне, нам, что такое ваша компания, она получилась эфемерная, воздушная. То есть отчетов нет, бухгалтерии нет, там, системы нет, цифр нет. То есть, ну, все непонятно, да, в общем, все, как бы, как мы говорим, бизнес по-крымски. И как вы думаете, что сделали инвесторы? Они, естественно, не смогли купить, потому что, ну, как управлять компанией, как ее купить, если там все, как бы, не, да, крыша, да, построено. К сожалению, да, они отказались, и они приняли решение зайти на наш рынок с нуля. Они зашли на наш рынок и теперь потихоньку монополизируют, понимаете? То есть везде мы потихоньку в этом начинаем проигрывать. И вот кто сказал, что у нас нет системы, да, то есть это и есть, то есть система должна быть на уровне построенной, на уровне бизнес-модели построена таким образом, чтобы она создавала именно бренд нематериальный. Да? То есть что вы продаете, это понятно. К примеру, какой-то товар. А вот как вы продаете, это гораздо важнее. Почему? Потому что даже когда вы придете в кафе, согласитесь, что вы, к примеру, вам очень нравится блюдо, а на уровне блюда конкурировать гораздо сложнее. Так же? Если мы с вами сейчас скажем, где лучше, там, не знаю, вот, тот же самый плов в городе, то будет очень много мнений. Но если вам запомнится отношение к вам лично, понимаете? То есть как к вам лично относится этот бизнес на уровне клиентов, на уровне системы, как, может, встречают вас, да, по имени знают, относятся, заботятся о вас и так далее, и так далее. То есть это и есть как, да, который создает вот эту лояльность на рынке. И также мы лояльны ко всему. К примеру, я лоялен BMW. Да, то есть, и я за свою жизнь 4 друзей пересадил на BMW. То есть моя лояльность настолько, как бы я их переубеждаю. И теперь они все как бы катаются на BMW, понимаете? Но у нас, если с точки зрения маркетинга говорить, вот Али до этого говорил о воронках продаж и так далее, да, я немножко, как бы скажу тоже свое мнение, это неплохо, но нужно включать еще дополнительную функцию, о чем сейчас на самом деле и самое важное, да, то есть, чтобы создать такой бренд. То есть, вот давайте мы на таком примере еще друг друга спросим. Вот если я вас спрошу, я завтра хочу сделать мальчишник, да, то есть вот вас пригласить всех, порекомендуйте мне заведение в Бишкеке. То есть, как именно будете рекомендовать? Вы будете рекомендовать, к сожалению, не лучших из лучших, а лучших из худших. Потому что как мы будем перебирать наши заведения, да? Там душно, там сервис плохой, там дорого, там невкусно, там еще что-то, там и так далее, и так далее. То есть мы, потому что рекомендация это же наше слово, правильно? Если мы неправильно порекомендуем, нас уже не слушать не будут, правильно? Да. То есть, и это наша проблема. Да? То есть, и глобально как раз таки мы учим бизнесу и создаем бизнес-модели, чтобы вот эта формула как бы закрывалась. И что такое, как это сделать вообще в бизнесе? Да, то есть практически мы как консультанты, к примеру, можем с любого бизнеса своих клиентов показать, продемонстрировать и нарастить, да, так скажем, эту идею, к примеру,
отсутствие у нас то, что к чему это все приводит, почему такие проблемы, как выливаются в системные вещи. Да? То есть это отсутствие клиентоориентированности. У нас практически в Кыргызстане нет клиентоориентированных компаний. Вот у меня вопрос к вам. Кто, по-вашему, является брендом в Кыргызстане? Шуро? Шуро. Самая классика. Еще есть вариант? Тойбос. Тойбос. Да. Но если мы развернем, мы как маркетологи, развернем их данные и посмотрим, что у них происходит, даже не как, к примеру, как инвесторы, да, и бухгалтерию, да, просто посмотрим их реальные позиции на рынке, мы докажем, что они не являются брендом. Да? Знаете почему? Они являются торговой маркой, но не брендом. Это разные вещи. Потому что Шуро имела 25 лет форы на своем рынке. Но когда АСУ зашла, что сделала Шуро? Она отдала 45% рынка, знаете? Казахская компания RG Brands называется, знаете? Как может быть с такими позициями являться брендом? Это будет нонсенс. Понимаете? Кроме того, что там, я не знаю, насколько мы информированы, Шуро постоянно кредитуется, постоянно у них какие-то эти, правильно? То есть, наверное, вы все знаете, да? То есть постоянно в кредитах. То есть финансирует, Росфонд финансировал, помогает. То есть у них нету вот этой финансовой, как говорится, подушки своей. Да. Почему? Потому что отсутствие клиентоориентированности все приводит к этому. То есть они не хотят видеть своих клиентов в лицо, грубо говоря. Они только говорят через свой продукт, грубо говоря, смотрят. Вот наш продукт есть, что там покупать, нам не важно. Главное, чтобы вы покупали. Правильно? Сейчас уже время к тому приходит, что это уже не позволительно бизнесу. И это надо вшивать уже в ДНК, да, грубо говоря, самого бизнеса. И к тому же, когда мне говорят, к примеру, как маркетологу тоже, у нас качество товара или у нас какое-то качество присутствует, я удивляюсь. Скажите, вот, а есть такое, что, вот, к примеру, я скажу, вот этот качественный товар стоит 10 сомов, а вот этот некачественный стоит 2 сома. Вы готовы заплатить за некачественный товар 2 сома? Нет. Поэтому качество не обсуждается. Оно не должно обсуждаться, правильно? Оно должно быть как... Если вы не делаете качественный товар, лучше вам не работать, да, образно говоря, пока вы до этого не доведете. Так же? Но на уровне клиента следующий этап. Почему? Потому что мы же не знаем, и в этом проблема. Бизнес не знает и не хочет знать, а на самом деле, что произошло с клиентом. С какими ощущениями он ушел? Довольным, недовольным, да? Придет он, не придет он. Понимаете? То есть почему? Потому что стоимость бренда, если финансовая его, самый короткий показатель разобрать, это LTV, умножаем на количество клиентов. Это бренд. LTV это жизненная ценность клиента. Что такое жизненная ценность клиента? К примеру, в IT-кафе. Я там 3 года хожу. IT знает про меня. И он знает, как часто я возвращаюсь, что я покупаю, что я люблю, с кем я правильно хожу. И он знает, что я в его кафе за 3 года, например, какой чек у вас? 1000 сом, да? 1000. Ну, за 3 года сколько можно? Ну, образно говоря, там 120 тысяч сом, да? 120 тысяч сом я один принес. И продолжаю ходить. Он знает это, да? Он должен знать, понимаете? Что я один клиент. И таких, к примеру, в Байке, ну, там, 1000 человек. Вот это просто элементарная математика. 120 тысяч на 1000 человек. Его бренд. Потому что это как минимум базовое доказательство того, что люди вас любят. И возвращается. К примеру, для меня классика это Фаиза. Да, то я вот сколько себя помню, я всегда попадал. У меня цех был недалеко от Фаизы.
Сейчас у меня верхняя фаза недалеко, я постоянно туда возвращаюсь. Но почему мы туда возвращаемся? Там самый вкусный лагман? Нет. Самый дешевый лагман? Нет. Нет. А европейская кухня, простите, на мой взгляд, там просто ужасная. Да, то есть, так почему мы возвращаемся в эту фаизу? Это очередь такая, знаете, да, что у них 45% это только доставка. 45% оборота у них минимально. Правильно? Это показатель для нас. За 25 лет они построили многомиллионный бизнес на самом деле. Он стоит много миллионов. И наша, личная я автор стратегии, которая за 3,5 года здесь в Бишкеке стартовые позиции были, но это оценка собственника, на 250 тысяч долларов они хотели продать. Мы начали сотрудничать. И за 3,5 года они выросли в 22,5 миллиона долларов. Это наша история в Кыргызстане. Прошу прощения.